Human Rights Watch отреагировала на молчание президента Франции Эммануэля Макрона относительно произвольных арестов жителей Восточного Туркестана. Директор французского филиала Организации по мониторингу прав человека Бенедикт Жанерот написал статью под заголовком «Французский президент, посетивший Китай, хранит молчание относительно репрессий и подверг критике неспособность Макрона публично выступить против массового задержания уйгуров». В своей статье Жанерот подчеркнул, что несмотря на имеющуюся возможность поднять вопрос о нарушениях прав человека в Китае, Макрон не сделал этого. Обвиненная в незаконном пересечении государственной границы, этническая казашка Кайша Акан обратилась к суду с просьбой выдать ей статус беженца. Во время заседания суда, которое прошло в Жаркенте, Кайша Акан сказала, что прибыла в Казахстан в 2018 году, чтобы избежать репрессий. «Я нахожусь в Казахстане для того, чтобы обратиться за убежищем. Прошу вас, не отправляйте меня обратно. В Восточном Туркестане меня ждут пытки и мучения», заявила Акан. 36-летняя Акан сообщила, что в Восточном Туркестане остались ее муж, сын и 70-летняя мать. В 1944 году глава Советского Союза Иосиф Сталин отправил молодежь турок-месхетинцев, способную держать оружие, на фронт, а их родителей, жен и детей заполнили в вагоны для перевозки животных и выслали в Среднюю Азию. 14 ноября 1944 года в полночь началась ссылка более 100 тысяч месхетинских тюрков, которая продлилась трое суток. Память о трагедии наших братьев чтят в Турции и многих странах мира. Председатель космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым сообщил, что Анкара и Нур-Султан договорились о совместном производстве спутников, отправке аппаратов в открытый космос с космодрома Байконур, производстве компонентов для космических кораблей и многих других аспектах, связанных с космонавтикой. Йылдырым, прибывший в столицу Казахстана для участия в форуме под названием «Дни космоса в Казахстане. Байконур. Колыбель космонавтики», провел переговоры с министром цифрового развития, инноваций и космической промышленности Казахстана Аскаром Джумагалиевым. Во время переговоров были рассмотрены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в космической сфере. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме. После переговоров, которые продлились 1 час 15 минут, лидеры провели пресс-конференцию. Трамп заявил, что переговоры прошли успешно. В свою очередь, Эрдоган сказал, что американские и турецкие чиновники прилагают все усилия для решения проблем, связанных с программой F-35. Также главы США и Турции сообщили о заключении торгового соглашения на $100 миллиардов.